Ассалам алейкум. Витаю вас, друзья. Сердечно причем. Сердечно. Так, сегодня у нас 2 октября 2023 года, 20 часов почти 2 минуты в Берлине, уже 2 минуты, и 21 час 2 минуты по городу Джохару, друзья. Я вас всех сердечно витаю, приветствую, ассалам алейкум. Сегодня стрим у нас на русском языке, друзья, пишите комментарии, ставьте лайки. Ну, все как обычно, вы все знаете, и распространяйте ссылку на наш стрим. Пусть больше людей узнают правду. Одну минуточку. Стрим у нас идет, как обычно, в YouTube на канале Reality и в TikTok на канале Аслан Арцуев. Друзья, приветствую еще раз и начну, как обычно, со сводки с фронтов от Генерального штаба Збройных сил Украины. Расскажу вам, какие потери несут террористы. Террористы, фашисты, оккупанты и всякая нечисть, которая пришла с горем, с бедой на свободную землю Украины. Большому сожалению, большому сожалению. Но так происходит. Так русские, они такие. Имперцы, русисты, они такие. Итак, за прошедшие сутки уничтожено 510 оккупантов. Итого их цифра достигла 270 080 штук бандитов, террористов, убийц, которые пришли на украинскую землю. 15 танков, 9 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, 3 РСЗО уничтожено, 3 антиаэркрафт, 18 БПЛА, 26 автомобильной техники и цистерн и 5 спецтехники. С чем я вас всех, друзья, и поздравляю. С чем я вас всех поздравляю. Так. Хизер, Леопард, Мавидин, Андро, Сенсация, Samsung, Дант, Самур. Всех, ва алейкум салам, всех, друзья, я вас витаю, приветствую. Пишите лайки, друзья, напоминаю еще раз, и распространяйте ссылку на наш стрим. Плутон, ва алейкум салам. Ва алейкум ассалам. Я сегодня не успел полностью проштудировать новостную ленту. Сейчас буду вместе с вами это делать, так как это важно. Так, во-первых, перед тем, как начать штудировать новостную ленту, я бы хотел познакомить на русском языке, конечно же, наших украинских друзей и, ну, и остальных людей, кому интересно, что происходило у нас в Чеченской Республике. Так как, я думаю, то же самое происходит в Украине. Так как я знаю, что... Я убежден, знать-то я наверняка не могу пока нету решения суда или следственных органов Украины. Но я убежден, что в Украине были люди, граждане Украины, которые звали русских. Заходите, приходите, Киев падет за 3 дня, вас все поддержат и так далее. И вы прекрасно помните, друзья, как Путин, террорист Путин, обращался к военным. Переходите на нашу сторону, он говорил, помните, да? Он не обращался к СБУ, он не обращался не к полиции, он обращался к военным. И военные, и костяк патриотов Украины, которые с 2014 года борются уже в войне против России за свою свободу и независимость, выстоял и смог сформировать то ядро, оно смогло сформировать вокруг себя, сплотить украинскую нацию, которая кует
тяжелейшую, кровавую, сложнейшую победу. И так рождается на наших глазах новая свободная нация, без примесей разных вот этих имперских моментов. К большому сожалению, еще внутри Украины еще есть пятая колонна, есть преступники, бандиты. Ну, я сейчас не про Украину. Я искренне благодарен Украине за то, что, хотя я иногда критикую украинцев, Украину за то, что Украина там недостаточно поддерживает, не признает наш президиум, за то, что она симулякры, чеченские симулякры в лице там разных там деятелей, которые сейчас находятся в Украине, блогеров, которых она выставляет, там, третье, десятое. Но я искренне благодарен Украине, украинскому народу, ЗСУ, патриотам Украины, за то, что вы признали геноцид, ваша Верховная Рада признала геноцид чеченского народа, оккупированной нашу территорию признали. За то, что много просто простых украинцев извинялись просто передо мной за то, что они не знали, за то, что они ошибались, помогали, словесно, морально поддерживали русских оккупантов, когда они творили геноцид у нас. И важно мне, как чеченцу, человек, который занимается правовой стороной нашего вопроса, поделиться с вами. Поэтому сегодня на русском языке я бы хотел вам рассказать один документ, друзья, и свой комментарий к нему, который я написал. Я его написал немножко по-другому, но сегодня только что я его переделал, и я вот в законченном виде я вам его расскажу. Для начала, внимание, президенту Российской Федерации Ельцину Борису Николаевичу, председателю Федерального собрания РФ Шумейко Владимиру Филипповичу, председателю Государственной Думы РФ Рыбкину Ивану Петровичу, Конституционный суд Российской Федерации, председателю Кабинета министров РФ Черномырдину Виктору Степановичу. Обращение. В последнее время в публикациях некоторых СМИ, в высказываниях ряда государственных деятелей РФ появились намеки на возможность признания легитимности режима Дудаева, Джохара Дудаева, что вызывает крайнюю озабоченность и тревогу у широких слоев общественности Чеченской Республики. Участившиеся встречи государственных деятелей РФ различного ранга с представителями правящего в Чечне преступного режима дают основания полагать, что определенные круги в руководстве России, вопреки принятым ранее решениям, намерены признать законный режим Джохара Дудаева и сесть с ним за стол переговоров. Вышесказанное вынуждает нас обратиться к вам и напомнить, что есть высший нравственный смысл в том, что сотворившие зло становятся его жертвой. Может ли состояться правовое российское государство? Мечтали писатели данного опуса, вернее личного приговора. Может ли состояться правовое российское государство, когда в отношении чеченского народа творятся беззаконие и насилие, когда интересы сотен тысяч людей приносятся в жертву сиюминутным интересам националистических групп и кланов с одной стороны, и с другой стороны интересам тех политических групп в России, которые, создавая видимость деятельности по разрешению существующих проблем в отношениях с Чечней, хотят достичь своих конкретных интересов. Политические игрища некоторых российских политических деятелей в августе-октябре 1991 года против коммунистического руководства тогдашней Чечено-Ингушетии окончились тем, что к власти прорвался советский генерал Д. Дудаев, политика которого привела к установлению в республике криминально коррумпированного режима, оказывающего существенное влияние на дестабилизацию обстановки на всем Северном Кавказе и юге России. В июне 1993 года, используя ими же сформированные и вооруженные банды преступников, применив силу, разогнали вновь избранные органы власти, как парламент и кабинет министров. Грозненское городское собрание в ночь с 3 на 4 июня 1993 года было расстреляно с привлечением преступных элементов.
что обман, конечно же. Было расстреляно с привлечением преступных элементов. Конституционный суд вынужден был приостановить свою деятельность, признав своим решением антиконституционным путь развития республики и преступными действиями генерала Дудаева как главы государства. Общественности Чечни непонятны игры, связанные с признанием суверенитета республики. Этот вопрос стал предметом торга политического и военного давления, закулисных интриг как со стороны некоторых деятелей властных структур Российской Федерации, так и мафиозного режима, ныне правящего в Чечне. Опираясь на общественное мнение, высказываемое подавляющим большинством политических партий и движений Чечни, поддерживающих разогнанный Джохаром Дудаевым парламент и ныне существующий Временный Совет Чеченской Республики, мы полагаем, что целесообразнее было бы решать проблемы, связанные с Чечней, в плоскости, аналогичной той, которая позволила путем разумных компромиссов разрешить переговорный процесс РФ с Татарстаном подписанием всеобъемлющего договора о разграничении полномочий. При этом решающее слово должно остаться за народом Чечни, которое при создании соответствующей обстановки мог бы высказать свое мнение при соответствующей обстановке, если бы создать. А мы знаем, как они умеют референдумы и создавать соответствующие обстановки, так сказать. Сегодня собственная политическая общенационального референдума по вопросу собственного политического устройства. К сожалению, сегодня именно народ Чечни несет на себе все тяготы неустроенности отношений с Россией, в то время как правящий режим во главе с Дудаевым извлекает из этой ситуации сплошные выгоды. Дудаевская верхушка обладает настолько полным суверенитетом. Обратите внимание, их смущает, что чеченская власть, она имеет полный суверенитет от России, что позволяет себе тотально расхищать национальное достояние Чеченской Республики, нарушать права человека, проводить пиратскую внешнюю политику. Для незаконных операций за режимом Дудаева представляются банки, железные дороги, трубопроводы, терминалы и порты. Для оплаты бандформирований наличные деньги для проведения пиратской внешней политики, воздушные коридоры. Особые отношения некоторых кругов в российских структурах и в службах с незаконным чеченским руководством, возможно, и соответствуют, по их мнению, каким-то высшим государственным интересам России. Но они вступают в глубокое противоречие с долговременными интересами РФ и Чечни. Данным обращением к вам мы отнюдь не просим помочь оппозиции в ликвидации преступного по своей сути дудаевского режима в Чеченской Республике. Это все-таки горькое право нашего народа пережить опыт отечественной тирании, самостоятельно излечиться от социального безумия. Мы просим только прекращения прямой и косвенной поддержки нынешнего руководства Чечни. При этом условий многонациональный народ Чеченской Республики сможет восстановить правовой порядок, учредить законные органы власти и наладить цивилизованные отношения с ближними и дальними соседями. Сохранение существующего положения, а тем более его узаконение через подписание договора с фашистующим режимом Дудаева угрожает не только развязыванием гражданской войны в Чечне, но и дальнейшим ростом нестабильности как в регионе Северного Кавказа, так и на юге России. Сопредседатель Временного Совета, предатель чеченского народа, добавлю от себя, Умар Автурханов, самоназначенный себя председатель парламента, предатель чеченского народа Юсуп Сасламбеков, председатель Конституционного суда, ныне друг Ахмеда Закаева или подельник Ахмеда Закаева, представляющий сейчас Россию или Чечню, я не знаю, кого он там представляет, ООН, Ихван Гириханов, он же граф Турлов. 17 августа 1994 года.
Это письмо, это обращение написано людьми, которые были вокруг Джохара Дудаева, которые изображали, ну, кроме Умара Автарханова, например, Юсуп Сасламбеков и Ихван Гириханов. Юсуп Сасламбеков погиб, я не знаю как и где, но говорят, я смотрел, погиб. Ихван Гириханов жив-здоров, живет здесь в Европе, изображает из себя большого патриота Чеченской Республики, друг или подельник Ахмеда Закаева, они вместе с ним делают какие-то дела. По некоторым данным, Ихван Гириханов добывал деньги для Ахмеда Закаева, там, для его вот этой развернутой сейчас в Украине деятельности, которую сейчас щедро финансирует кто-то, вероятно, те же, кому обращался Ихван Гириханов в 1994 году. И 17 августа 1994 года написано вот это обращение к Ельцину, там, ну, к всем высшим российским руководителям. Через август, сентябрь, октябрь, ноябрь, через 3 месяца, чуть более 3 месяцев, так называемая оппозиция, как они тут говорят, что они должны это были сделать, что это воля народа, что народ должен был сам решать и так далее. На танках Кантемировской дивизии, Кантемировской и еще одной там дивизии, которую собрал директор УФСБ Московской области Севастьянов, двинулись на город Грозный, тогда еще город Грозный, ныне город Джохар. 26 ноября это произошло, под видом оппозиции. Дудаева обливали грязью, Дудаева называли агентом России, Дудаева называли коррупционером. Ну, это называли только внутри вот эти коллаборанты. Но даже россияне, некоторые русские, называли его самым честным и самым бедным президентом, потому что он не был коррумпирован. И он ничего не украл, и у него нет ничего. У его детей, у его супруги, вдовы нет ничего сейчас. Хотя он мог бы быть очень богатым человеком. Да, вот, если прислушиваться к тем, что тут пишут вот эти предатели чеченского народа. И народ верил в определенной степени, потому что был развал Советского Союза, была мощная пропаганда против Дудаева. И народ в определенной степени, ну, некоторые подверженные пропаганде люди верили, что Джохар Дудаев заслан. Это был советский генерал, как мы все знаем. И вполне возможно, он мог быть засланным, потому что он имел очень хорошие тесные связи с армией. Советский генерал, первый чеченский генерал. Но когда 26 ноября, через 3 месяца вот после этой писульки, вот этих деятелей, которые сами должны были решить вопрос внутри гражданского, завершить этот вопрос гражданской войной и победить Джохара Дудаева, которые использовали русских танкистов, русские танки с экипажем. И когда мы их разгромили, наша доблестная армия разгромила их, то достали оттуда грязных, кого живых, кого раненых, русских танкистов. И после этого весь народ понял, что Джохар Дудаев именно тот, кто стоял на страже интересов чеченского народа. А вот эти деятели, а их было много, не только вот эти три фамилии, которые я вам сейчас назвал, они были за Россию. И все поняли, что это является провокацией против Джохара. И весь народ поддержал Джохара. Вначале и так Джохара поддержали, потом из-за пропаганды, из-за того, что Советский Союз разваливался, у людей пропадали деньги в Сбербанке, Россия всячески нам вводила санкции, там всячески нам мешала, и рейтинг Джохара падал, там рассказывали слухи, что вырезают русских, там 3-10, хотя у Джохара у самого жена, как мы знаем, русская. И через 3 месяца рейтинг Джохара опять взлетел. Чеченцы поняли, что Джохар реально стоит на страже, и русские хотят его убить, свергнуть, чтобы поработить опять Чеченскую Республику. Тогда она уже называлась Ичкерия, Чеченская Республика Ичкерия. Через
2 недели после 26 ноября, понимая, что теперь Джохар снова национальный лидер, победитель вот этой так называемой оппозиции, это не была никакой оппозиции, это были самые настоящие коллаборанты и предатели чеченского народа. Об этом говорю не я, об этом говорит международное право. Россия откровенно, широкомасштабно, открыто вторглась на нашу территорию. И началась первая русско-чеченская война. 11 декабря 1994 года русские вторглись, как сейчас они вторглись 22-24 февраля на территорию Украины. И вот мой комментарий по этому поводу. Основываясь на анализе документов и информации, которую я обрабатывал эти дни, получив вот этот документ, можно утверждать, что существует основания к привлечению к ответственности определенных лиц РФ в кавычках за содействие геноцида чеченского народа, подобно тому, как это заявлено ООН в отношении содействия геноцида украинского народа. Согласно имеющимся данным, Юсуп Сасламбеков и Ихван Гириханов, а также другие лица участвовали в антиконституционном сговоре против суверенного чеченского государства 16 января 1993 года. Их действия совместно с Умаром Автурхановым представляют собой акт предательства и призыв к введению российских войск на территорию Чеченской Республики Ичкерия, что, вероятно, стало катализатором для начала вооруженного конфликта. Эти действия, влекущие за собой разрушения и человеческие страдания, требуют международного внимания и осуждения, особенно в свете их возможных последствий, включая уничтожение инфраструктуры и геноцид чеченского народа. Подобные преступления должны рассматриваться международными правозащитными организациями и судами, такими как Международный уголовный суд, для международного осуждения и наказания. Преступления этого рода не имеют срока давности и могут повлечь за собой тяжелые наказания, вплоть до пожизненного заключения или смертной казни. Если бы аналогичные действия были совершены в Соединенных Штатах Америки высокопоставленными официальными лицами, это безусловно привело бы к обвинениям в предательстве и судебному преследованию. Официальные лица, привлеченные к ответственности за подобные действия, были бы отстранены от своих должностей и, возможно, осуждены к тюремному заключению, в зависимости от степени тяжести их преступления. В многих странах, включая США, действия, квалифицируемые как государственная измена и предательство, могут привести к смертной казни. Важно подчеркнуть, что эти лица могут быть причислены к лицам РФ, которые содействовали геноциду и должны быть предметом рассмотрения на международном уровне. Аслан Арцуев, председатель Human Rights Center Ичкерия, 2 октября 2023 года. Друзья, я это вам рассказываю, потому что эти же деятели сейчас Сасламбекова Юсупа уже нет живых. Умар Автурханов, по-моему, еще жив. Не знаю точно. Ихван Гириханов здесь живет в Европе. Я слышал его пламенную речь в одной из WhatsApp групп, где он говорил, как он выступает за свободу и независимость чеченского народа. Как он пытается там добыть $1,5 миллиона для того, чтобы там открыть какой-то правовой дом здесь, в Европе, сделать еще что-то, и так далее, что-то полезное для чеченского народа. Эти люди продолжают вести свою деятельность в угоду России. Это люди, которые не дали нам построить свободное демократическое государство, где мы бы растили бы своих детей, обучали бы их, созидали бы, создавали бы, строили бы заводы, фабрики, комбайны строили бы. Но нас вынудили защищаться, как сейчас вынудили защищаться Украину. К большому счастью, если так можно выразиться, у Украины было 20 лет, больше почти 20 лет, около 20 лет,
которые дали вырастить свободное поколение, которое сейчас защищает. Да, у Украины нет патронного завода, военных там заводов, потому что это уничтожалось целенаправленно, из-под тишка, потихонечку. Но Украина выстояла, Украине помогает весь мир, и Украина победит. Но мы пережили геноцид. Тот же геноцид, та же Буча, только на всю территорию Чеченской Республики. И всему виной, катализатором всего этого стали вот такие деятели, которые и тогда, и сейчас продолжают вести античеченскую деятельность. Но эти преступления не имеют срока давности. Да, мы потеряли много людей, мы потеряли многих умнейших людей, наших пассионариев, нашу элиту, интеллектуальную элиту, в том числе военную элиту. Много мы чего потеряли. Мы пережили геноцид, мы потеряли треть народа. Треть народа у нас разбросана по всему миру. Остальная, оставшаяся часть находится в качестве заложников. Постоянно подвергаются пропаганде, обману, террору, запугиванию. И эти люди продолжают, как ни в чем не бывало, жить среди нас, заявлять нам, что они являются какими-то патриотами. По их вине, не только по вине русских, произошел геноцид чеченского народа. По их вине произошел геноцид чеченского народа. И я неоднократно предупреждал, я говорил им, я говорю, отойдите в сторону, не мешайте, пожалуйста, замолчите, успокойтесь, это зачтется вам. Ведь сейчас чуть-чуть, а вы очень образованные люди, очень опытные люди, вы должны понимать, что закончилось то, что было раньше. Больше никогда не вернется то, о чем вы мечтаете. КГБ СССР больше не будет, подвергнется иллюстрации. Будут процессы в Международном уголовном суде. Все будут привлечены к ответственности. До одного, каждый, и русский, и чеченец, который помогал этому русскому убивать свой народ. И все другие, которые помогали. И несмотря на это, продолжается эта деятельность, это копошание этого всего. Уже старые люди, некоторым уже за 70 лет. Вы хотите, как Пиночета, вас в инвалидной коляске привозили на суд и предъявляли вам обвинения. Но если вы проживете еще 5 или 10 лет, это без сомнения с вами произойдет. И интеллектуальная элита чеченцев, она хоть и потеряла колоссально, понесла колоссальные убытки, но она оживает. И она живет. И у нас есть хорошие учителя, у нас есть хорошие документы, на чем мы можем учиться. Поэтому я еще раз рекомендую всем до единого. Я знаю, как вы меня ненавидите, и как бы вы расправились со мной. Но также я знаю, что вы ничего не можете поделать с тем, что сейчас происходит. Да, со мной расправиться, возможно, получится. Но придется попробовать, конечно. И я обещаю, что это будет не так легко, как вам кажется, или хотелось бы. Но даже если это произойдет, это никак не изменит вашего положения. Потому что в отличие от воина, которому нужно захватить город и взять, мне достаточно заявить об этом публично. Основательно, с документами, все. И это останется навсегда. И придет другой человек, который продолжит это дело. Как пришел я, который никто не ожидал, что вот сейчас это все будет меняться и что-то изменится. Придет обязательно. А мы уже растим, уже вырастили, мы взрастили новое поколение. Поэтому, если не хотите усугублять свое положение, раскайтесь. Попробуйте максимально исправить то, что вы сделали. И, возможно, это будет смягчающим обстоятельством для вас всех в суде. А для украинцев пускай это будет уроком. Прочитав вот этот документ, когда мы стояли на пороге признания, у нас были договоренности с некоторыми российскими политиками,
Россия заключала с нами экономические, разные другие политические, другие договора в огромном количестве. Наши министерства и ведомства общались друг с другом. И вот такие деятели вогнали нас в огонь, в геноцидальную войну. Как сейчас кто-то, без сомнения, из украинцев помогал это делать, сегодняшнюю войну, агрессию совершать против своего народа. Все эти люди будут наказаны, если они, конечно же, не опомнятся и не отойдут в сторону, чтобы потом им было легче. Как-то так, друзья, как-то так. А теперь давайте почитаю ваши комментарии. А теперь давайте я почитаю ваши комментарии, друзья. Так, давайте почитаем в YouTube ваши комментарии. Салам всем свободным людям. Саламат. Так. Джорджия, Амарджоба, Генецваля. Алейк салам, Джорджия. Маршал Гуль, так. Слава Украине, героям слава. Пахик Мартилп. Когда же вы придете к единому согласию? Вы же легендарная Ичкерия. Пахик, мы уже на пути к этому. И единственная проблема, то, с чем мы не можем прийти, так как мы легендарная Ичкерия, мы не можем прийти к согласию с отступниками, с теми, кто продал нашу идею за 30 серебряников, за какие-то другие, за посты, за награды и так далее. Вот с ними мы не можем прийти. Так как вы правы, мы легендарная Ичкерия. Та самая Ичкерия, которую построили Джохар Дудаев и его товарищи. Боже, храни Америку, слава Украине, героям славы, слава, живи Ичкерия. Амин, сенсация. Ассаламу алейкум, ва алейкум салам чурей. Салам всем свободным людям, салам Аслам. Призываю всех слушать Аслана внимательно. Вы все видите, как на глазах ситуация меняется. И не за горами развал фашистской Российской Федерации. Подписывайтесь и поддерживайте Аслана. Спасибо. Спасибо за поддержку. Любая ваша поддержка для меня очень важна. Так, важна не мне, я не свое дело, нашему общему делу. В борьбе против империи. И украинцы, и чеченцы, и белорусы, и страны Балтии. Ну все, кто антиимперия. И, конечно, грузины, и казахи. Все, кого не назвал, извиняйте. Так. Первой Ичкерии признала Грузия. Украина, некоторые страны не координат видимости славы. Да, первая была Грузия. Наша дорогая Грузия. Кто-нибудь зовут так, это так. Дел хукам дойл цуемарт на дер ту элдарцер дел беркат децер дел дук дела. Сундерва идите дадишать. Я это вам все напоминаю, друзья, сохраняю это не просто в бумажном виде, но и в видеоформате. Не для того, чтобы я там какой-то кровожадный. Я как юрист по натуре, я понимаю, что это наша история, и она, неотвратимость наказания – это главный принцип, по которому следующие преступления не получают продолжения, рецидива. И это очень важно. Это наша история, которую мы должны знать и помнить. И те люди, которые совершили тяжкие преступления, они должны быть привлечены к ответственности. Рано или поздно. И так и будет. Церен, Берка, Децер, Хинце, Аделас, Дуай, Омюк. Совершенно верно. Цера, Хилван, Байд и Бух. Ассаламу алейкум, ассалам. Эфир идет нормально. Да, полет проходит нормально, да, Амзат, Машуола. Это не кавказский, это российский. Да, у нас на Кавказе, кстати, такой так. Ассаламу алейкум, вежи маршу, ешь больше ночи, Ичкерия, ва алейкум салам, ва алейкум салам, Питер. Вот всех, друзья, приветствую, ва алейкум салам, машту, шадеша.
Пожалуйста, подписывайте петицию. Это не Аслан нужно, а нам больше. Аслан, получается, Великобритания теперь до конца будет помогать Украине, до самого конца. Да, свобода, совершенно верно. Сейчас мы перейдем к этому вопросу тоже, потому что это тоже очень интересный такой момент. Великобритания. Так. Сейчас, одну минутку, я. Сейчас тут пытаются дезавуировать, там, вы тоже это, наверное, видите, но давайте я вам расскажу одну новость. Ну, смотрите. Великобритания сообщила о планах перенести обучение военных ВСУ ближе к Украине. Ну, это, опять же, сейчас, одну минутку, сейчас я тут. У меня была эта новость, и куда-то она у меня пропала. Глава Минобороны Британии о поддержке Украины. Мы должны оставаться непоколебимыми. Министр обороны Великобритании Грант Шапс заявил, что союзники Украины не должны отступать в своей поддержке и должны оставаться непоколебимыми. Шапс во время выступления на съезде консервативной партии в Манчестере сообщает BBC, британский министр отметил, что президент Российской Федерации Владимир Путин не может выиграть развязанную против Украины войну, но и не может найти способ выйти из нее. По словам Шапса, Путин надеялся взять Киев блефом, однако народ Украины не позволит этому произойти. И мы тоже не позволим, мы не должны отступать, сказал он. По словам Шапса, война поглощает оружие и людей с ужасной скоростью, но мы должны оставаться непоколебимыми. В своей речи он назвал Украину частью семьи европейских демократических наций. Ранее министр обороны Британии допустил подготовку украинских военных на территории Украины. Министр обороны Великобритании сообщил, что будущая программа обучения для украинских военных будет проходить на территории Украины. Думаю, наступит момент, когда я уже говорил об этом я уже говорил об этом сегодня, обучение будет перенесено ближе к границам Украины и на собственную территорию Украины, сказал Шапс. Министр ответил, что видит такие перспективы и для оборонного производства, и для обучения, с которым помогают партнеры. Думаю, сейчас есть возможность переносить больше всего внутрь, особенно в западных регионах, не только обучение. Мы также видим, что оборонная компания Bayer может начать производство в стране. Хотелось бы увидеть такие шаги и от других британских компаний. Поэтому, по моему мнению, начнется тенденция по переброске большой доли обучения и производства внутрь Украины, сказал министр обороны Великобритании. Он также добавил, что дальнейшая помощь может включать помощь Украине в
подготовки к вступлению в НАТО с точки зрения повышения совместимости. Напомню, Грант Шапс на этой неделе приезжал в Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским перед форумом оборонных индустрий, который объединил более 250 компаний оборонпрома со всего мира. Грант Шапс возглавил Министерство обороны Великобритании вместо Бена Уоллеса с сентября 2023 года. Европрауда подробно рассказала о нем, как в своей статье министр, приютивший семью из Украины. После сентябрьского заседания формата Рамштайн он анонсировал десятки тысяч артиллерийских снарядов для Украины, а также на днях заявил о планах Британии подготовить еще 30 тысяч украинских военных. Слава Великой Британии, я могу сказать, друзья. Это отличная новость. Дело в том, что у россиянцев ведение войны, наверное, для россиян открою этот секрет о том, что их великая российские победы, великой российской армии, так называемой, заключается в том, что это мясо, это быдло, которое собирается со всей России, как мы знаем, это такое, знаете, время очищения вот этого, со всех вокзалов, заводов, бичей, алкашей, все собираются и отправляется на фронт. В это время российские спецслужбы ведут в тылу ведут политическую деятельность. И таким образом захватывают власть. То есть война, если они не могут вот этим нахрапом, своими зверствами, жестокостями сломить народ, нацию, армию, то одновременно действуют спецслужбы по захвату власти. И КГБ УССР, Украинское ССР, оно имеет давние традиции, как и КГБ РСФСР, КГБ БССР. И они таким образом всячески хорошие позиции у них. Почти все властные позиции. Ну, кроме армии, наверное. И то и в армии, я, наверное, думаю, там тоже есть своя вот эта вся система. Поэтому можно сказать, что вот эта новость, что будут строиться военные заводы в Украине, британские, то, что будут на территории Украины обучать, а значит это будут инструктора, а это значит это будут военные, которые должны себя защитить и так далее, и так далее. И это говорит о том, что будет специальная служба Великобритании. И это самое главное, чтобы вычистить, провести люстрацию, чтобы каленым, как говорили большевики, штыком и гранатой выкорчевывать вот эту ГБшную, НКВДшную, ФСБшную, ГРУшную грязь, которая является самым главным, даже большим врагом и представляет большую угрозу, чем те, кто непосредственно ведут боевые действия. И сейчас, хочется верить. А если такие вещи сейчас уже нам заявляет министр обороны, то процесс уже полным ходом уже идет. Нам ведь говорят только после того, как уже все уже подготовлено и запущено. Да, сразу же нам не сообщают об этом. Поэтому, что я могу сказать? Слава Украине, я могу сказать. Украинцы, с каждым днем, каждой минутой, вроде кажется, и вам протягивается рука помощи. Вы стоите, как никто другой, молодцы, не как никто другой, как мы, чеченцы, в свое время стояли меньшими силами, но также отважно и также смело стояли и стоите. Спасибо вам, украинцы, спасибо за все, что вы делаете, за то, что вы делаете для себя, потому что в любом случае вам пришлось бы биться. А те сказки рассказывают, что вот это использует украинский народ и так далее.
всегда это будет использоваться. Это для того, чтобы вам не помогали. Надо вас оставить один на один с русскими, как нас оставили один на один с русскими. И вот тогда вы станете нацистами, фашистами, как мы стали террористами, исламистами, каратистами. И вот тогда вас будут вешать и говорить: вот смотрите, какой плохой этот бандеровец оказался, или и так далее, и так далее. Как это происходило с нами, происходит по сегодняшний день. Вот-вот это все снялось с нас. Вот-вот только мир начал понимать. Многие просто не обращали на это внимания. Поэтому слава Украине, слава ЗСУ. Молодцы, мы вместе. И вместе мы выстоим. И всем миром. Да, империя страшная, империя грязная, империя жестокая, коварная, подлая. И это нужно русским, нормальным русским. Нормальным, которые должны понимать, что они должны быть уверены, что они этого сына вырастят своего, что его не отправят на преступную войну, где он погибнет или вернется инвалидом. Они быть должны уверены, что их вклады, которые они вот вкладывают, ведь сейчас вся эта война идет, это на все пенсии русских идет. Всех пенсий больше не будет у русских. Буквально через 2-3 года, когда эта война будет полностью русскими проиграна, фашистской КГБ, у русских не будет пенсии, у россиян, у всех, не только у русских, у всех россиян не будет пенсии. Как не было, когда развалился Советский Союз. Они уже переучреждают какую-то новую республику, там 3-я, 10-я мутят. Поэтому хотя бы какое-то поколение русских будет жить, созидать, жить нормальным государством. Но говорят, там разделены русские. Самая мощная сегодня цивилизация — это англо-американская цивилизация. Практически всеми морями и огромным количеством мира они, на весь мир, скажем так, не на многие, а на весь мир оказывают влияние. Уже на протяжении 100 лет, если не больше, вот эта англо-американская цивилизация. Они разделены. Мы с ингушами, да, мы маленькие народы, малочисленные народы. Мы тоже говорим на одном языке, и благодаря вам, русским, мы разделены. И ничего страшного я в этом не вижу. Так сложилось. Да, это искусственно сделано, это сделано с огромными геноцидами и ингушского, и чеченских народов. Но так сложилось, и есть люди, которые называют себя ингушами. Я принимаю это. Также есть Австралия, если брать большие примеры. Есть Соединенные Штаты Америки, есть Великобритания, много еще англоязычных стран, где разделенно живут, Канада, много, которые абсолютно не парятся по этому поводу. Также ничего страшного, если русские будут жить в Украине, если они будут жить там на Кавказе, если они будут жить там на Дальнем Востоке, и это будет Дальневосточная республика. Ведь русской такой нации не существовало. Русский расовый тип, он от монголоидного до европеоидного. И ничего в этом нет. Так сложилось, так ковалось, перемалывалось, варилось, создавалась советская нация. И сейчас так называемая российская нация, или потом названная русская нация. Поэтому не нужно париться, не нужно переживать. Нужно жить как люди, не убивать. Только лишь, смотрите, русские, только лишь из-за того, что вы хотите вот такой маленький чеченский вот этот клочок земли, вы уничтожаете 300 тысяч людей. И своих русских, которые наши граждане там жили. Только лишь за то, чтобы стать великим, КГБшники хотят стать великим дворянами, и потом по наследству раздавать, передавать награбленное у нас, у бывших моих родителей, наших родителей, отцов, дедов, советских граждан, на то, что мы накопили, хапнув себе, отдавать своим детям, внукам, называясь дворянами, жить припеваючи, а сделать из вас, русских, россиян, рабами, только лишь за это уничтожают, называя братьями, а в какой-то степени так и было. Многие украинцы и русские считали друг друга братьями.
поддерживали, помогали. И проливается огромное количество крови. За что? Почему? Просто из-за того, что в голове у имперцев сидит, что они должны быть велики. А величие вам ничего, русским, вот столько вы не получите. Получит только КГБ. Они будут дворянами. Их дети, внуки будут миллиардерами, которые и так нахапали все. Им теперь нужно это узаконить. Таким образом они пытались узаконить. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам, война, машволь. Ичкерия навсегда, машволь. Так, давайте почитаю ваши комментарии, друзья. Так. Великобритания будет до конца. Всем салам, желаю вам ночи, поскорее деоккупировать вашу страну. Все будет Ичкерия. Шалом, файтер. Спасибо. Тода раба. Англия опровергла, что разместит своих военных в Украине. Ну, не опровергла, а немножко дезавуировала, скажем так. К примеру, Великобритания не опровергла, уточнил, военные будут в Украине после войны. Ну, это дезавуирование. Асан, ты напрасно наговариваешь на его светлость члена императорского дома Романов и других высокопочтенных регалий графа Турлова Ивана Гейхана. Он не предавал свой народ, его народ дагестанский. Ну, Черей, наверное, ты прав, граф Турлов дагестанский, наверное, так его будет правильно называть. Да. Ну, я стараюсь не наговаривать вообще ни на кого, говорить по факту, но тут я вынужден, наверное, с тобой согласиться. Алейкум салам, справедливый человек. Так, друзья, я перемотаю. Алейкум салам, Дуэля. Знаете ли вы, что США помогли России? Ты тут пришел, сюда пришел, Дудаева убили, помогли американцы. Зачем ты так аль-Шишани, муслим аль-Шишани? Зачем, если ты муслим, пишешь свою национальность? Будь уже просто муслимом, будь абсолютно без национальности. Зачем ты указываешь Шишани? Ты хочешь нашей национальностью похвастаться? А? Ты же аль-Шишани, ты по-арабски пишешь там и так далее. Ну не пиши Шишани, оставь нашу национальность. Пиши себя кем хочешь. И нагло лжешь, что Америка помогала убить Джохара Дудаева. У тебя нет ни одного факта, кроме того, что тебе говорит об этом русские. Русские запускают эту мульку. Кроме этой мульки у тебя ничего нет. Понимаешь? Ты тут мне написал, прибежал сюда написал. Что ты добиваешься? А? Ты хочешь сказать, что русские, которые убили 300 тысяч наших граждан, и американцы это одно и то же? Ты под это хочешь подвести? Чтобы мы не просили помощи у тех, кого Россия боится до колика в животе? А? У тех, у кого есть оружие, знания, сила, технологии. Ты хочешь, чтобы мы у них помощи не попросили? Так вот, именно потому, что вы так думаете, сзади висит у меня этот флаг. Понимаешь? Потому что вы довели нас до этого. Понимаете? Асан, что сказать насчет Висаито? Высшая награда Америки же у него. Что свобода? Что ты имеешь в виду? Не знаю. Опять выписывают из чеченцев и записывают дагестанцев всех нюху. Справедливый человек. Да, как ты справедливый человек с ником, и я тоже должен быть справедлив. Да, это у нас есть такая привычка.
к большому сожалению. Но я тебе скажу, что не без основания, вот в данном случае не без основания пишет об этом Чирей. А так это есть такая тенденция, и не только мы приписываем дагестанцам, мы еще приписываем там к другим народам, там, и главное, главное освободить себя. Совершенно верно, есть такая тема, да. Да. Леопард, да, этот термин может и происходит. Ну, сейчас не надо так. К сожалению, большинство людей настроены против Америки, но зато хотят дружить с Рашкой. Да, вот такие вот аль-Шишани, аль-Муслимины, там, придумывайте арабские ники. У нее есть достойные чеченские названия. Нет, они арабские. Тогда зачем Шишани приписывать? Потому что Шишани показали всему миру, что они, кто они, что они за воины. И вот эти, непонятно кто они, или тролли это, или это люди, которые не определились, кому они принадлежат, они арабскую культуру пытаются перевалить в ислам и навязать чеченцам. Ну давайте, только давайте без тогда аль-Шишани. Оставим тогда. Мы чеченцы, а мы не арабы. Мы мусульмане, мы чеченцы и все такое. Ну, у людей в голове каша просто. Аслан, не парься, у всех на Кавказе есть такая черта. Я знаю, справедливый человек, я знаю. Я знаю. Как ты относишься к Турции? Я отлично отношусь к турецкому народу и к Турции. Саваш Америк Харвей Уят Исма Хаурак Харюи Ночи Он Рак Ият Ночи Годиню Америк. Хитева. Ты за Россию, ни один нормальный человек не может быть за фашистскую Россию. О чем ты говоришь, енот? Америка это дом для русских. Америка дом для всех. Освободить себя от кого? Наталья, вы о чем? Освободить, если вы про Ичкерию, то от русских оккупантов, свою нашу чеченскую землю. А ты почему не на Украине, говорит русский, раз на Украине написано, имперец, значит. Потому что ту работу, которую веду я, достаточно вести отсюда. В век технологий интернета я могу вести свою работу из Гамбурга, из Германии спокойно. Ты достоин своего имени, брат мой Асан. Дуже дякую, как говорят наши братья украинцы. Exactly. Да, Грегор Хайк. С одним я точно согласен. Америка дом для всех. Да, Америка свободная страна. Ассаламу алейкум. Аллах ба'утулю амин. Ва алейкум ассалам. Амин. У нас в Чечении, валлахи, не будет арабской культуры. Если будет или кто-то позволит культуру арабскую, то вы посмотрим сенсацию. Сел малу, да. Эль-Пальмаль. Еще надо поставить плачущую музыку и прикрепить верблюда и выпить. Да. Меня всегда раздражало, когда вот ставится какая-нибудь это, и потом вот какой-то плачущий араб всегда. Ну можно же без этого. А это нейролингвистическое программирование. Это не просто так делается, это вам закладывается, эта программа, да, вдалбливается. Валлахи не будет арабская культура. Арабской культуры не будет, это точно. Что и у вас начинается, что и у нас начинается. Наталья, вы какая-то загадочная. Я понимаю, что женщина должна быть тайной. Ну, что-то вы слишком уж загадочные, что вас не понять. Так, давайте дальше, друзья.
Стрим продолжается. Я требую продолжения банкета, да, как говорится, да. Друзья, я напоминаю вам еще раз, может вам это и надоедает, но распространяйте ссылку на наш стрим. Это очень-очень важно, друзья, потому что таким образом мы прорываем блокаду информационную, так как наш канал запрещен на территории фашистской России и нам всячески мешают. Так, эти дагестанские деятели Турловы и всякие там сосетлинские должны заботиться о своем народе, о дагестанских. Сколько можно терпеть всяких чабанов, вмешивающих в наши дела народа ночи. Чабан неплохая профессия, я тебе скажу, но вот по уровню тому, что они нам предлагают, приблизительно такого же образования являются те люди, которые нам предлагают. Сосетлинские, Турловы, Мурловы и все остальные, конечно же, нам они не товарищи. И я в прошлом стриме говорил и сейчас говорю, для того, чтобы произносить Чечня, Чечения, Ичкерия, Джахар Дудаев, все остальное, дезинфицирующим средством рот полощите, читаете намаз, берете омовение, читаете намаз, и только после этого говорите Чечня, Чечения, чеченцы. Договорились? Я это и говорю не ко всем дагестанцам, не ко всем другим, а именно тем, кто сейчас провоцирует нас на новое кровопролитие, на новую провокацию и так далее, и так далее. Мы вас всех видим, знаем и, поверьте, найдем управу, если вы слишком уж далеко будете заходить, найдем управу, как заставить вас перестать говорить. В соответствии с законом, конечно же. Ну, арабы, например, ходят в платках. Я никогда не встречал чеченцев, которые ходят в платках. Ну, Самур, значит, ты невнимательный. Потому что Ахмед Закаев это первый человек, который одел платок и вот эту повязку с арабской вязью, что вот он самый-самый такой мусульманский мусульман, если вы помните. Лучше бы Чечня отделилась, а там определяться, Ахмат сила или не сила. Мы уже, Николас, определились. Ахмат силас, а не сила. Мы это определились. И неважно, оккупированы мы или не оккупированы. Как-то так. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Американцы есть реально великая страна. Америка объединяла в себе все нации и полезную информацию. Все в себе Америка объединяла. Сегодня она самая крутая страна. Еще они предлагают арабскую культуру. Ты про кого? Ты про Сесетлинского, про вот этих деятелей, что ли? Ну, они предлагают начать третью чеченскую. И там, ну, это Закаев, там, третий, десятый, такие деятели. Поэтому Сесетлинскому достается, конечно, после Закаева. Потому что первые Закаев, там, Белакиев, там, и другие разные деятели, которые там занимаются вот этой всякой своей античеченской деятельностью. Поэтому Сесетлинского подтянули они к этому. Ну пусть. Я в жизни встречал таких чеченцев, которые в платках ходят. Так зачем нам, кавказцам, платки? У нас есть папаха. Ну вот, не встречал. А Ахмед Закаев носил этот платок. Аю чечен. Да, совершенно верно. Асадулла. Гудин Сацурбартия. Салават, я об этом уже давно говорю, как можно избежать этого. Сейчас у нас народ закрылся полностью в своем коконе. Талеч Кайльбюльш, Цацум Шлилдешбу, Эрмицебава Цабигита. Это большая проблема. Большая проблема это, и все будет усугубляться. Без сомнения, сейчас готовится, мы видим по действиям вот этих русских террористов, что готовится такая исламская вот эта волна,
где Америка, Украина, западный мир будут объявляться там врагами мусульман, там третье, десятое. А они заступники, как мы знаем, Кадыров и Путин самые главные заступники ислама, мусульман, чеченцев, мечети же разрешают строить там и так далее, и так далее. Короче говоря, будет, скорее всего, усугубление, я об этом давно говорю, и будет, вероятно, будет даже ядерные удары будут. Поэтому как-то так, да. Так, Дант, почему игнорируешь вопрос? Я самое ненавижу, Дант, когда мне пишут, почему игнорируешь вопрос. Потому что нету этих вопросов, понимаете? Потом ты начинаешь искать этот вопрос, и таким образом сбивают меня. Ты вот сделал несколько реверансов в мою сторону, и потом пишешь, почему игнорируешь вопрос. Где? Зачем писать, что я игнорирую, если не повторять сразу этот вопрос? Но если ты не как те, которые мне постоянно так делают. Это такой излюбленный трюк, который применяют против меня. Чтобы сбить меня с мыслей, чтобы отвлечь мне время, там, третье, десятое. Чтобы заняться вот поиском твоего комментария. Так что, где твой вопрос, я так и не увидел. Больше не буду вообще больше не буду отвечать на вопросы, когда вы мне будете говорить, почему вы игнорируешь вопрос, такой с претензиями вы мне начинаете говорить. Ну, напиши заново. Здесь столько людей пишут, говорят, я могу отвлечься, забыться, а я как дурак начинаю объяснять, ну вот, я сейчас найду, поищу, извини, и так далее, и так далее. Добрый вечер, Нино, добрый. Асан, не легче создать аналог мечети или церкви с прихожанами и сделать легкий стрим онлайне? Это нет, не ко мне, я не знаю. Это здесь у нас есть деятели, которые под видом религии, они религию не знают, они не знают многих вещей, они могут там балаболить, там говорить разные такие интересные, захватывающие вещи. Но они религию глубинно не знают. И у них нет цели обучать людям религии, нравственности, культуре. У них есть целью завладеть внимание общественности при помощи вот этих религиозных трюков. Это самые большие лицемеры, самые большие лжецы и самые страшные люди, мне кажется. Это, пользуясь религией, это самое подлое, что может быть в человеке. И их задача захватить власть. Понимаете? Отпустить бороду, вот эти два волоса, погладить, иншаллах, машаллах, баракаллах, фик, там, еще как у них там. И все. Вот вся их деятельность. Поэтому их нет задачи обучать религии, пояснять религию. Их задача при помощи религии управлять и манипулировать людьми, чтобы им там возносили, там русские давали им какие-то там печенюшки, денежки и так далее, КГБ и так далее. Все, договорились, Дант. Да, просто заново напиши и все. Ну почему другие не подключатся? Осетины боятся, что мол, все мусульмане кругом и с ними что будет. И еще РФ немало сделала, чтобы рассорить их с ингушами. Да, совершенно верно, но, понимаешь, осетины всегда были форпостом на Кавказе, как и армяне. И не будет никакого, несмотря на это, никакого притеснения только за то, что они осетины, не мусульмане, никакого не будет. По крайней мере, я буду категорически против этого, потому что мы все равны, мы все кавказская нация, и осетины, пришлые, не пришлые, не имеет значения. Все, кто проживает и знает наш культурный код, у нас очень все похоже, у кого-то с кем-то больше, у кого-то с кем-то меньше, а так, в принципе, мы все знаем друг друга культуры, там, моменты. И осетинам никуда не деться, на Луну они не улетят со своей землей, они останутся среди нас. И осетины, и ингуши будут жить в мире,
и по соседству, и, как говорил Руслан Аушев, больше всего, наверное, смешанных браков между ингушами и осетинами. И да, Россия, империя, нас всегда стравливала, осетины помогали, и в пригородном районе не Северной Осетии, с Южной Осетии осетины творили это бесчинство. Но это вот делалось специально, чтобы вбить клин, а между у нас, кавказцев, это намного долго остается. На очень долго это остается. Мы не можем забыть. Грузины нам не могут забыть, мы не можем забыть эти не могут забыть нам, те не могут забыть тем. И этому мы должны прийти. Поэтому мы очень дипломатичны, очень щепетильны в этих вопросах. Россия всегда пытается стравить, всегда нас там что-то сделать, чтобы осталось на 100 лет. Маленький конфликт, он 100 лет вспоминаем, напоминаем, машем пальцем. Такие мы, кавказцы. И осетины такие, и грузины такие. Это я имею в виду христиане. Не дело в том, что мы мусульмане там и так далее. И русские наши с Кавказа такие же, похожи на нас. Больше, кто-то меньше. Поэтому, да, это проблема, но мы решим эту проблему. Уважительно, как положено. Да, режим, никуда не денемся, решим. Грегор Хайек, Байден или Трамп? USA. Мне не важно, это сугубо их внутреннее дело. USA. Ладно, Нино, не буду я тебя озвучивать, это твое мнение. Так или этак мы все равно должны прийти к согласию. Непосредственно преступник, который совершал преступления против Грузии, против ингушей, кударцы это будут, южные осетины, это будут дигорцы или иронцы, или кто-то либо еще другой. Непосредственно кто совершал, дагестанцы это будут, или чеченцы это будут, кадыровцы, не имеет значения. Все должны нести ответственность. Если ты совершал преступление, ты должен нести ответственность. А на весь народ, на всю нацию, в силу сложившихся исторических реалий, мы не можем просто обвинять весь народ. Ну что мы будем? Геноцид устраивать? Побойтесь Бога. Это невозможно в принципе. Асан, кстати, по поводу Белокиев, потомок неизвестного народа. Наверное, Дант, наверное. Асан, кстати, по поводу ядерного удара. Британская разведка сообщила, что на севере готовятся ядерные испытания России. Я думаю, это конец России. Согласен муфти подлее и лицемернее, чем патриарх Кирилл? Я думаю, это одного поля ягоды. Они из одного отдела и коллеги, короче говоря. Так, Рустам, у нас нет никаких смешанных брака. Может, несколько ингушей были женаты на осетинских. Я бы немножко уважительно высказывался о Руслане, и я не могу сказать, что он много ошибался. Россию между каждым соседними народами устраивают провокации, например, между осетинами, ингушами, чеченцами, дагестанцами, осетинами и грузинами, абхазами и грузинами. Да, совершенно верно, абсолютно так. Абсолютно. Конечно, если каждый сосед среди своих преступников, то есть кто отношения наши изменится и к лучшим соседям. Другого выбора нет, сенсация. Нет у нас выбора. Мы все равно должны созидать и жить вместе. В одном большом кавказском доме. Так и будет. Да, Алмуа.
Но после ухода России из Кавказа, как минимум, осетино-ингушская граница будет восстановлена в пределах 1944 года. Восстановлена будет справедливость, в этом я нисколько не сомневаюсь. Если кавказцы будут резать друг друга, то это позор перед развитыми странами. Это позор не только перед ним, перед нами самими позор. Тут столько мы говорим, мы кавказцы, мы такие все, такие дипломатичные, понимающие и так далее. Никогда не воевали и не воевали. Без России мы друг с другом не воевали. Какие-то, может, конфликты на границе где-то у там соседних сел, там деревень возникали, как в любом государстве это было. Среди одного и того же народа это было, а между нами войн не было, таких серьезных каких-то разногласий у нас никогда не было, поэтому мы не будем. Если уйдет Россия, у нас нет основания просто нет оснований нам друг друга убивать, там разбираться, ну просто нет. На чем, что делить? Польша. После ухода русских осетинам будет очень тесно на Кавказе. Не знаю, не думаю. Будем жить, созидать. Осетины очень хорошие, нормальные люди есть. Я общался и знаю. Бессмертный умуэцон, говорит мне кто-то. Говорит, что ему кажется, что я бессмертный. Это такая у тебя угроза или ты так восхищаешься мной, да? Ашкамоле. Кровопролитных войн между кавказскими народами не было. Нет, Южная Осетия – это Цхинвальский регион, оккупированная территория Грузии. Это административная единица так называемого Юго-Осетинского авторского круга. Был создан коммунистической Россией. Грузин не соврет. Как нет, если каждый друг другу предъявляет касаемо территории. Вольф, ну видишь, это же русские делают специально. Какие у нас территориальные претензии? Все делали Россия. Асан, ты забыл осетинский ОМОН, что сделал на Катаяме? Нисколечко, Дант, нисколечко не забыл. Этот осетинский ОМОН, он был как раз из Южной Осетии, из Цхинвальского вот этого района. И да, их направляли, как в эту войну, это в первую войну было, как во вторую войну дагестанцев натравливали, и они творили зверства. Также творили вот эти зверства. Да, это было. Никто не уйдет от ответственности, поверьте мне. Поверьте, если мы установим данные, фамилии, имя, что они принимали участие, не имеет значения, осетин ты, чеченец ты, дагестанец ты, ну, совершил, отвечай. Ты же совершил, ты же получал удовольствие пытать, убивать людей, грабить людей. Ну, пожалуйста, ответь. Так, ассаламу алейкум, вайдух машал, душик асан, ва алейкум ассалам. Дейлер салам машал, Георгий, машволь. Да вы что, нами оккупирован? Не понял, о чем вы говорите? Нино, о чем вы говорите? Оккупирован Грузией? Нет. Это здесь писал он о другом немножко. Он говорил, что это грузинский автономный округ, оккупирован русскими. Но он сейчас удалил почему-то этот комментарий. Может, он там неправильно прочитал. Андро, удалили вы, Катерелли. Удалили вы комментарий, я не вижу. Легче всего обвинить Россию, а покажи мне страны, куда пришла Америка, и там все прекрасно. Ну, например, Япония. Ну, например, Южная Корея. Ну, например, ФРГ.
Ну, например, ну, много можно таких примеров приводить до бесконечности. Куда приходит Америка, там всегда лучше. Это во-первых. Ну, во-вторых, мне удивляет The Wolf, ты, наверное, под чеченца косишь, да? С таким ником. Меня удивляет то, что вы сравните себя с американцами. Вам до американцев, до Америки, как пешком до Луны. Понимаете? Максимум Папуа-Новая Гвинея. Да простит меня Папуа-Новая Гвинея за то, что я сравниваю с этой фашистской Россией, Папуа-Новая Гвинея. Поэтому не льстите себе. Тайвань, кстати говоря, совершенно верно. И так далее. И так далее. Алейкум Рустам, Шайх Машуой. Асан, что ты скажешь насчет передачи? Да, maybe, я уже это миллион раз комментировал. Этот бред, который нам русские навязали. Ты хоть большими буквами напиши, ты там звездами обклей этот свой комментарий. Это ровным счетом это бред и провокация, которая была искусственно нам закинута. Я это уже 100 раз комментировал. Прошу прощения, тогда я неправильно поняла. Да, совсем не так. У грузины никого не оккупировали. У грузин оккупировали. И продолжается ползучая оккупация. Это правда. Я читал Андро и просто его, может, он неправильно написал, потому что он удалил комментарий, а я просто прочитал, но я вложил в это не то, что грузины оккупировали. Я так этого. Наоборот, у грузин оккупировали. То есть административный округ Грузии, Южная Осетия, нету, что никакой Южной Осетии, он говорит. Я сказал, ну, грузин не соврет. Я согласен, в принципе, с ним, потому что кударцы, ну, это по большей части это инструмент русских, абсолютный инструмент, абсолютно управляемый. Как, впрочем, сейчас и абхазы, которые боролись якобы за свободу и в итоге оказались там, где оказались. На украинских сайтах читайте. Читайте Европейскую правду, например. Каких источников. Вы зайдите просто в Google. Я же вам не Google, друзья. Спросите у шейха Гугла. Спросите, задайте ему вопрос. Скажите, что это значит. Ну и так. Так. Боже, храни Аслана. Как твой ник? 0,10 рублей или что у тебя там написано? Данке, данке. Для того, чтобы стать великим, нужно стоять с людьми, а не над ними. Шарль де Монтескье сказал. Это точно. Для того, чтобы Джохаром стать, нужно быть как он. С людьми, а не над.
Так. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam banzai. Aslan kiecilš izješ uso odi darja. Деш ашамусо банзай, Сайгдалучун, шадега этому стриму как раз я опоздал из-за того, что уже опять на 2 минуты, из-за того, что сидел. Конечно, диеду, Вайгдалуш дегам диеду, айдал мула. Но я не всесилен и не адвокат. Я правозащитник. Если ваши права нарушены, я могу вам подсказать, написать документ, что-то там как-то сделать, чтобы двигалось все с мертвой точки. И двигается, и движем, горы сдвигаем. Не хочу особо понтоваться, но много чего получается. Поэтому в рабочее время на мой WhatsApp до 18:00 пишите, звоните, добивайтесь, и я всегда вам отвечу и всегда перезвоню, оставляйте голосовые сообщения. Там 3, 10 и все сделаем. Гарри Табах с этой Максатовой, уже Максаковой, да, по-моему, так уже так задружился. Везде Гарри Табах и Максатова, да, Максакова. Демайер Аснасун, гражданство Германии, Аттубуй будет в любое время 100 000 евро закидывай сразу же, в тот же день получишь. Аснан, почему ты сидишь с флагом США? Потому что я уважаю эту страну, и это прекрасный фон. Американский 500 000 долларов, Майер. Сразу же, в тот же день получаешь. В любое время обращайся. Так, почему насчет Турловых подняли вопрос? В смысле, почему? Что значит почему? Мы на всех каждый день поднимаем разные вопросы. Осетин активно отправляет на войну Украину, да? Так, ясно, если каждый сосед признает свое преступление, кто здесь, кто между нами будет мир, как тает лед. Совершенно верно, сенсация, абсолютно. А по-другому и не будет. Так, мы не можем не признавать. Когда уйдут русские, фашистская Россия покинет нашу территорию, мы потихонечку, не спеша наведем такой порядок, который в Евросоюзе будут завидовать. Ассаламу алейкум, брат. Хоми Саваш Ичкерия навсегда. Тимати, ва алейкум ассалам. Ашфой. По поводу дагестанских детей Турловых, навязал нам русскими, можно узнать из истории, были и другие имамы-провокаторы, выходцы из Дагестана. Так, Асан, почему на счете Турловых подняли вопрос, насчет этого я уже почитал, нету Южной Осетии, это Цхинвальский регион. Нино, это для тебя. Тут Андро новый комментарий написал. Нету Южной Осетии, это Цхинвальский регион, оккупированная территория Грузии, это административная единица, так называемый Юго-Осетинский автономный округ, был создан коммунистической Россией. Вот. Я удалил из-за грамматической ошибки и собрался заново комментировать, но вы успели прочитать. Все, Андро, принято. Благодарю. Хотел спросить про Адама Аушева, Абу Кавказ. Ему можно доверять? Я в прошлый раз тут мне задали вопрос про Тариева, по-моему, да, Магомеда. И Адама Аушева, Абу Кавказ. Я давно уже наблюдаю, видел его. Ну, давно уже не наблюдаю его, а так я вот помню давно, он уже давно в эфир вышел и так далее. Если честно, я не знаю,
доверять, не доверять, это ваше личное право. Я не изучал вопрос, как. Я видел Тариева, видел вот этого Адама Аушева. Мне эти ребята симпатичные. Мне эти ребята кажутся честными. Как я вообще не занимался вопросом, вообще абсолютно не знаю, там, единственное, правильные вещи, Тариев очень правильные, такие хорошие вещи говорит, Магомед. Адам тоже сейчас стал такой уже более солидно, делает ролики, там уже видно, на новый уровень они перешли. Это тоже очень хорошо. Единственное, Тариев был вот с компанией, вот с Закаевским, так называемым министром иностранных дел. Вот этот момент меня немножко удивил. Ну, я тоже был рядом с ними, поэтому он тоже, может, многого не знает. Поэтому ищите, изучайте, смотрите, друзья. Я просто сегодня успеваю. А к этим молодым людям я очень настроен позитивно. Посмотрим, как что там будет. А так, ничего не могу сказать негативного, да. Аслан, тебя видеть это такое счастье, мой самый лучший брат. Тимати, большое тебе спасибо, да. Такая... Так. Максаков, бывший депутат РФ от Ядры. Муж тоже был депутат, был убит за то, что он не договорился с спецслужбами. Да, это я помню эту историю, все я помню. Она певицей была, все такое. Ну, женщина приятная, скажем так. Знание Максакова, руснявой элите и знаменитых по более некоторых архивов конторы. Да, Шамиль, да. И, видимо, все это скрывается за прекрасной внешностью. Прекрасной Максаковой. Так, у них роман основ. Возможно, что медовый месяц уже. Недавно у них была встреча на Эльбе. Хамза, у Гарри Табаха есть жена. И сейчас мы с тобой сейчас разрушим семью или начнем войну за такие комментарии. Так. Азна, меня давно мучит один вопрос. Ты можешь рассказать историю? Я слышал, что раньше Аушев генерал стал, что убивал из этого так стал генерал Тимати. Я не знаю, что там делал Аушев в Афганистане, там еще где-то, но я знаю, что русские очень много могут придумывать сказки. Я не знаю, что за человек Руслан Аушев, ну, в полном смысле этого слова. Так я знаю, как вы его знаете. И я ничего плохого о нем сказать не могу. Может, есть какие-то подлости с его стороны. Никогда не слышал просто. Не знаю. Убивать людей, когда начать молиться, это чисто такие русские методы, которые, ну, просто даже по лицу Аушева не скажешь, что он на такое пойдет. Я не знаю. Поэтому давайте не будем распространять слухи, которые нам навязывают враги Дион. Она такая умная, пригласил ее один из своих стримов. Пригласи ее один из своих стримов. Еще больше меня удивило, когда я узнал, что она оперная певица и такая красавица. Да, Максакова, конечно, да. Ну, я не знаю, стримы приглашать. Я, наверное, если сегодня все отлажу, завтра или послезавтра Мусу Таипова приглашу на стрим. Аса, если тебя выберем, это не вопрос, который мы будем обсуждать. Салам алейкум, брат. Ва алейкум салам. Ваша Бруклин Газ Ющига. Это просто гениальный юмор такой, глубокий юмор, да, сразу видно, от кого исходит, да. Салам алейкум, ассалам. Халмахитла, Боже, храни Америка, Нис, Хидуитис, Лос-Анджелес, Берзан, Нахлел. Чего?
С чего, да? Ладно, я спать, мне 3 на работу, и вам советую работать. Удачи всем. Да, договорились. Мы как раз этим заняты. Первично было бы наладить дипломатические отношения с США. Да, именно этим и занимаюсь. Аслан Барха, то я сам не верил этой глупости, которые про него говорили. Правильно. Кто такой этот Виктор Корененко? Сунцаха Маш. Я не знаю, кто это такой. Украинец, который был вот на платформе открытого диалога нашего президиума. А кто, что, я не знаю. Руслан, как ты относишься к Шамилю Басаеву? Я к нему отношусь так, как он заслуживает. Он заслуживает легендарный национальный герой чеченского народа и всего Кавказа, легендарный генералиссимус Шамиль Басаев. Только самой высокой оценки. А как вы думаете, после того, как Чечения будет независима, что будет с Ингушетией? Я не знаю, что будет с Ингушетией. Я надеюсь, что мы все вместе освободимся и Кавказ будет свободным. Я на это очень рассчитываю. В чем он заслуживает такой оценки, говорит Ахмед? Тем, что он защищал свой народ, тем, что он уничтожал оккупантов в огромном количестве. Много чем. Но раз ты этого до сих пор не понял, ты этого не поймешь. Да? У тебя уже своя позиция по этому поводу, поэтому тебе что-то доказывать, объяснять не имеет никакого смысла. Так, провоцируйте разборку между Табахом и Асланом за Максакову, красавчики вы. Нет, Файтер. Так, просто ему люди выкладывают всю нашу внутреннюю кухню, кто-то знает, кто он, стало интересно. Я не знаю. Да, ты писал комментарии, я помню твои комментарии. Ну, внутреннюю кухню мы выкладываю, да, это есть там. Причем, ладно бы честно выкладывали бы, не придумывали бы разные там, перетягивая одеяло в свою сторону. Но я думаю, разберемся. У нас есть единственный, легитимный, демократический, народный, государственный орган в лице президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Принципиальнейших людей, которые стоят на страже нашего государства и интересов народа. Поэтому, кто бы что ни говорил, все равно придут к единому согласию, искренней, настоящей, и к признанию нашего президиума. Другого выбора нет, потому что именно этот государственный орган будет тот, кого признают Соединенные Штаты, Украина, Великая Британия, ну и все вслед за ними. Поэтому вариант ячу. Так, Allah рейсхуну асан дуки или видео хай канал хуахте. Allah рейсхуну массана хуйлуэн Аллах. Да, мне нравится эта песня и этот исполнитель. Не пались ли он?
Асан, ты заметил, что на Северном Кавказе светское демократическое правовое государство хотят построить только чеченцы, а исламские, шариатские, все кроме чеченцев. Светское, я не знаю, что такое. У нас такого слова в Конституции нет. У нас есть демократическое правовое государство. И немножко ошибочно Самур употреблять это слово. Оно к нам не имеет отношения. Давайте будем придерживаться не только духа, но и буквы Конституции. Хотят построить только чеченцы. И не только чеченцы, исламское, шариатское, все кроме чеченцев. Нет, и, Самур, я не знаю, в чем твой вопрос. Но я знаю, что разные деятели, чеченцы тоже пытаются строить. Но почему-то всегда они или же безграмотные, или за ними торчат длинные уши КГБ, ФСБ. Аслан, в чате там сегодня решали, какой будет власть Чиры, как будет устанавливать шариатские суды и так далее. Автор достопочтенный, ясно. Пускай они строят, это симулякры, которые изображают из себя деятелей. Я не вижу ничего позитивного в том, что они делают. Они хотят заменить Кадырова и установить свою диктатуру, свою власть. У них ничего из этого не получится. Абсолютно ничего. Чеченцы хоть и там слушают, поддерживают, но чеченцы умные люди. Я верю в то, что... А вот когда у нас шла война, когда нужны были настоящие воины, которые готовы были пожертвовать своей жизнью, вот тогда многие не пошли на это. Некоторые сюда уехали на Запад и здесь ждали Махди, когда придет. Пускай они тоже ждут, пока Махди придет, а мы построим демократическое, правовое, независимое государство. Я имею в виду, что политика государства не будет связана с религией. Не будет под словом светское. Нет, не будет связано. Еще Соболь выпустила фильм про войну, вроде бы был нормально правдиво, но в мелких деталях все равно привирает. Да, я скажу, что Соболь была ближе всего. Она, конечно, очень обтекаемо все сказала, без резких там движений. Но честь и хвала Соболь, могу сказать. Честь и хвала. За то, что, хотя бы так, в отличие от своего патрона, или кто у нее, он там, ее соратник Навальный, который абсолютно далек от объективности и справедливости. Нет, Джигит, отвечаю на неудобные вопросы, на всякие. Просто, видишь, когда я вижу какие-то провокационные вопросы, я же имею право, это же мой стрим, я же имею право на него не ответить, понимаешь? Потому что, вот сидит один, заходит там про Басаева, он что-то доказывать будет, еще что-то будет доказывать, там, началась Вторая война. То, что взрывы домов он не учитывает. Он не учитывает, что Басаев был тот, кто вынудил, один из тех, кто вынудил фашистскую Россию сесть за стол переговоров. Хотя не только он, потому что там не только военная операция, но и политическая была. Поэтому такие вопросы я, например, могу иногда пропустить. Ты тоже, Джигит, например, демократия это лицемерие, говоришь. Лицемерие это лицемерие. Это когда ты изображаешь одно, а есть реально другое. И оно присутствует везде, это лицемерие, везде, во всех сферах жизни, деятельности, тем более в политике. А политика, в которую вы тянете религию, это и есть двойные стандарты, тройные стандарты, там спецслужбы, третье, десятое. И вот эту кашу вы пытаетесь мне навязать, чтобы я вам ее опять разжевывал, рассказывал. И потом опускался до уровня с вами, и разговаривая на эту тему, на бред, по факту, бред с вами обсуждать. Лицемерие, демократия, там это не лицемерие, это то. И потом
проигрывать на вашем поле, потому что, ну, обсуждая бред, ну, не вижу смысла. Вот поэтому я пропускаю иногда вопросы, которые я вижу просто бредовыми просто. Ты меня извини за правду. Нелицемерно, честно тебе говорю. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Алейкум салам, сталкер. Ты свою позицию при себе оставь и живи с ней. Рамамус. В отличие от тебя, Рамамус, я свою позицию открыто говорю с высоко поднятой головой. Понимаешь? И то, что сам факт, что я уже много лет сижу здесь перед экраном и говорю эти вещи, это говорит о том, что я верю в то, что я делаю. Понимаешь? И как свободный человек, свободный чеченец, я имею право говорить свое мнение. А если тебе не нравится, пшел вон. Вот все, что я тебе могу сказать. Кто тебя заставляет заходить и слушать, мучиться, терпеть мой голос, мой смех, как вы мне тут постоянно пишете. Кто вас заставляет? Неужели 15 рублей это такие большие деньги? А во время войны те уехали из Чечни, могли отправить $100, это спасло кого-нибудь. Да, наверное. Вот сейчас только погуглил, какой Соболь идет, и вышел ее недавний твит. Соболь, любовь, культурная столица, Дон, без конкурса Дон. Хорошо сказал. Спасибо, Дан, спасибо. Так. Я бы тебя не видел еще бы 100 лет. Но, к сожалению, ты пришел ко мне, и здесь высказываешь мне свой, ну, несерьезные просто разговоры. Ты же серьезный человек, наверное, мужчина, наверное. Не знаю, по нику, кто ты там. Ну, зачем тебе это? Иди мимо, посмотри в ТикТок, много интересного, прикольного, пообщайся. Грегор Хайек, спасибо, что поделились трансляцией. И я призываю всех делиться трансляцией. Их заставляет ФСБшная зарплата. Ну, может быть, может быть. Может быть. Ну, давайте дальше тогда. Сколько мы уже? Мы уже 1:50 в эфире. Давайте еще 10 минут посижу и на этом закончу. Так. Тут сообщения удаляют, не дают сказать правду. А у меня, ну это наглая ложь. Никто не удаляет твои комментарии. Никто. Вот сейчас в данный момент ТикТок есть, присутствуют наши модераторы, один точно, и никто не удаляет. Ну, для тебя не новость. Басаева обвинять там, лгать, это, наверное, ваше любимое дело, да? Так, друзья, ну еще 10 минут и я побежал, Дион. Одинаково опасно и безумно вручать меч и бесчестному власть. Пифагор. Мощно, Пифагор, мощно.
Вот сообщения не проходят, возможно, это не ко мне вопросы. Может, ты пишешь какое-нибудь там матершинное слово. А то, что удаляют, это обман. Самый настоящий. Никто не удаляет твой комментарий. Александр Сталкер. Швейцария, я тоже с тобой в Швейцарии. Так, ну давай, что у нас в ТикТок? В Ютуб. Так. Их ФСБ зарплата заставляет терпеть тебя, твой голос, твое мнение. Вынуждены, да, бедолаги. Вывезли Криласан. Соболь, конечно, молодец. Цела на правду изложила в ролике, если не обращать внимания на некоторые моменты. Да, ну и сейчас еще Максакова уже похвалил к красоте. Ну и Соболь тоже хвалю. Симпатичная дама. Поэтому, ну, хорошо, что хоть так, хорошо, что русские хотя бы начали вот так, да, не хотелось никак с этими Навальными вообще иметь никакого дела, но вот Соболь прорывается вперед в этом плане, и уже по-другому как бы это немножко видится, да. Но будем надеяться, дальше будут исправляться, потому что нам недостаточно сказать о правде. Нужно, чтобы все преступники понесли ответственность, которые совершали геноцид чеченского народа, заплатили контрибуцию всем пострадавшим, погибшим, разрушенное жилье и все остальное. Поэтому я надеюсь, потихонечку русские придут к этому пониманию. Потому что нельзя грабить всех, убивать, насиловать и потом... Извини, пожалуйста, и на этом не заканчивается. Немцы не так поступили после проигрыша. Сильно Джахар сказал, у вас денег не хватит, у нас каждый чеченец на вес золота. Да, Амзат, говорил он тогда. Их ФСБ так, это было. А что можно получить в ответ? В 99 году Ботлих братья попросили помощи у Хаттаба и Шамиля Басаева. Пусть Аллах и ведет в рай Фирдоус. Братья и сестры просили помощь за то, что русские солдаты забирали. Так. Братья и сестры просили помощь за то, русские солдаты, так это было. А сам все будет Ичкерия. Далмула. Мы сегодня видим Далму, а мир становится в реальность, открывает занавес, все маски сброшены, да. Ассаламу алейкум, маш доволь, ассалам, волч эфири самахкой. Ва алейкум салам, буря, маш фаоль, ассалам. Если я не получается твой прямой эфир смотреть, я если не получу. И что можно в эфире, записи смотреть? Пам-пам-пара. Пам-пам-пара. Пам-пам-пара, пам-пара.
Из-за того, что YouTube разделили трансляцию, видео и шортс, короткие видео, получается так, что трансляции кто смотрит, тот не смотрит видео. Кто смотрит видео, тот не смотрит шортс. И вот плохо это YouTube сделал. Надо было все оставить, как было. Это у меня загружаешь видео и не идет прям, как хотелось. Прям. Натюрлих. Такс. Одну минутку, друзья. Машалла. Но я смотрю полностью твой эфир в YouTube и не пропускаю. Баркал за все. Баркал, Уря, и тебе. Читал у Аллы Дудаева, у Джахара, когда он ездил за границу, попросили дать им чеченцев. Джахар посмеялся и ответил: у вас денег не хватит, потому что каждый чеченец на вес золота. Ясно. Ясно, Амзат. Откройте в Грузии филиал вашей организации. Здесь представлено множество донорских организаций. И есть шансы реализовать различные проекты, ориентированные на достижение ваших целей. Филиал пока открывать рано, Андро. Я только сейчас разворачиваюсь тут. И нужны люди, которым можно доверять, которые не дискредитируют нашу организацию там, и так далее, и так далее. И не обязательно находиться там физически, если мы можем отсюда делать свою работу. И наша работа заключается в консультации, написании документов, там, информировании по целому просто ряду вопросов. Поэтому пока у нас в таком вопросе стоит, мы здесь еще не развернулись, а так, конечно же, нужно будет наладить контакты с грузинскими правозащитными организациями, работать. Ну, посмотрим. Но я просто хочу писать: девочка поставив это было ему понять, как. Так, это что это такое, да? Друзья, на этом я заканчиваю свой стрим. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Слава Украине! Все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку и Великобританию. Адикёль, маш, оль, бюс, дехалёль, вежери. Давайте увидимся завтра или послезавтра на чеченском языке и в пятницу на русском.